Здравствуйте, Нур Чарыч. Сегодня хотелось бы обсудить ситуацию, которая сложилась в Турции двумя туркменскими блогерами Алишером Сахатовым и Абдуллой Урусовым. По этому поводу можно выразить просто огромное сожаление, что Турция идет на поводу у наших туркменских диктаторов, у наших спецслужб туркменских, которые борются с активистами. Они же ничего против страны не делают, такое, чтобы угрозу, терроризм или еще что-то такое, а раскрывают истинную картину нарушений прав человека, всевозможные действия незаконные той же полиции, тех же местных органов. Из этого всего, если нормальная страна и нормальный президент, он должен, наоборот, сделать вывод, пресекать это все. Везде на международном уровне говорят, что вот у нас демократическая страна, у нас нормально с правами человека, на всех ООНовских комитетах выступая, говорят об этом. А на деле получается совершенно другое. И если вот об этом говорят люди, они что, враги народа, их надо вылавливать и депортировать. И Турция, как я сказал, идет на поводу. Самое главное, надо подумать об одном. Ведь этим людям спасибо не скажут на родине. Они в первую очередь попадут в тюрьму. А там могут быть бесследно пропасть, как сотни пропавших без вести, о которых часто раньше велась кампания «Покажите их живыми». Эти люди будут одними плюс к тем, которые ранее пропали. И о них ни слуху, ни духу. Ведь до этого, которых депортировали, мы сегодня не знаем, какова их судьба. И этих людей это ждет. А Турция, которая ждет своей очереди вступления в Евросоюз, нарушая вот эти вот законы, как она может быть членом Евросоюза? Ведь это же прямое нарушение прав человека. И поэтому вместо того, чтобы людям, грозящие вот такие вот угрозы, им создать условия. Ведь эти оба блогера, они на законном основании находятся в Турции. У них семья, дети. Сейчас разрушается семья. Дети остаются без отцов. И эти люди, я же говорю, пропадут без вести. Это все надо предвидеть. Об этом все надо подумать. И я обращаюсь к международным организациям, которые бы тоже, в свою очередь, заступились за этих людей, сделали так, чтобы их не депортировали в Туркменистан. Вот коротко, что я хотел сказать. Нур Чарыч, я знаю, что в понедельник будет совещание в ДИПЧ ОБСЕ в Вене. Вы принимаете там участие в этом совещании? Будете ли говорить о случае, который произошел в Турции? Обязательно. Я уже зарегистрировался на это мероприятие и буду участвовать там. И тем более как раз темы, соответствующие этим случаям, это свобода митингов. И второй вопрос, в каких условиях приходится работать НПО внутри страны, за рубежом. Это если даже не НПО, блогеры, они на одном ряду с НПОшниками, и в таких же условиях им приходится работать, и такие же, как говорится, гонения устраиваются им. Я обязательно об этом скажу и еще обращусь там к представителям Турции, чтобы еще раз подумали и взвесили все, прежде чем депортировать этих ребят. Спасибо, Нур Чарыч. К нам вот обращаются многие граждане с вопросом, на каком основании их задержали и что происходит в настоящий момент. В Турции есть закон 6458 о защите иностранных граждан и международной защите. Статья 4 этого закона гласит, что никто в соответствии с настоящим законом не может быть отправлен в место, где он будет подвергнут пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство наказанию или обращению, или где его жизни или свободе будет угрожать опасность из-за его расы, религии, национальности, членства определенной социальной группы или политического мнения. Но в этом же законе есть статья 54, что касается Алишера Сахатова, Абдуллы Урусова, то им предъявили, как бы говоря, статью 54-д. Те, которые представляют угрозу общественному порядку, общественной безопасности или здоровью населения. То есть не связано напрямую с Туркменистаном, но Турция посчитала, что вот
эти два блогера представляют существенную угрозу Турции. Эта формулировка, она применяется почти всеми странами, когда желает какого-то гражданина выдворить из своей территории. В этом же законе есть и процедура, как обжаловать решение о депортации. Ребята 28 апреля обратились к нам. Тут же другие ребята тут же нашли адвокатов. Адвокаты связались с нами. Мы, в свою очередь, собираем все материалы, то, что касается нарушения прав человека, совместно с Human Rights Watch, и предоставляем все эти материалы адвокату. Адвокат уже подала апелляцию. Вопрос депортации будет решаться через судебно-правовую систему. Почему я говорю, что хорошо, что они сразу обратились? Это то, что им давалось 15 дней на то, чтобы это решение о депортации оспорили в суде. В свою очередь, также готовим материал и в случае неположительного решения будем оспаривать и в Европейском суде по правам человека, поскольку Турция является членом Парламентской ассамблеи Европы. Вот коротко то, что я хотел объяснить. Нурмухан Чарович, если что-то еще хотите добавить. Да нет, в принципе, все правильно. И ваши действия, я хочу сказать, тоже правильные. Согласно закону надо действовать. И вот учитывая эту ситуацию, просто хотелось бы многим блогерам или же просто гражданским активистам, которые выступают, я бы не сказал, критикуют режим, а фактически негативные явления в стране, которые происходят, публично раскрывают. Но это надо делать культурно, спокойно, без всякого вот этого оскорбления ни властей, ни органов, ни это. Это только вот эти оскорбления послужат поводом для того, чтобы их могли депортировать. Потому что вот то, что Анна Дурдей сказал, они подходят под второй пункт этой статьи, согласно которого можно депортировать. Поэтому просто, чтобы, как говорится, и остальным был пример, не давать повод для того, чтобы могли воспользоваться и депортировать других ребят. Потому что это все очень плачевно. Самое главное, плачевно для этих ребят кончается. И все правозащитники знают об этом случае. Мы, как я уже сказал, собираем материалы, предоставляем адвокату. Адвокат, я думаю, воспользуется всеми материалами, которые мы ей предоставили в суде. Все в руках суда. Согласно закону, призываю турецкую правовую систему решили этот вопрос, так как статья 4 закона о иностранцах и защите запрещает отправлять людей, которым угрожает пытки, смерть по политическим мотивам. Спасибо, Нурмухан Чарович. Спасибо вам. Будьте До здоровы. свидания всем.